Переместимся на Северный Кавказ. Пхеньян на Тереке. Просто разбомбленной Чечни Кремлю было недостаточно. Для надежности под видом Чечни решено построить то, что является ее полным антиподом. Так считает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. Сейчас буду говорить о том, что не мое дело и не моя епархия. Ненадолго забудем про Грузию, посмотрим чуть-чуть севернее, за Кавказский хребет, где, по моему глубокому убеждению, имеет место грандиозный социальный эксперимент. Целью является взять один конкретный народ, поставить его в безвыходное положение и превратить его не то что в нечто совершенно другое, но и полностью противоположное самому себе. Очередная новость из Чечни. Парня, который критиковал неких представителей правящей верхушки, прилюдно посадили на бутылку. Причем обставили так, будто это была его добрая воля. Вот шел он себе по улице, и вдруг овладело им такое глубокое и искреннее раскаяние за свой неблаговидный поступок, что ему срочно захотелось искупить свою вину. Причем непременно унизив себя до предела. Никак иначе. Вообще же это типично для нынешнего центаройского режима, который назвать чеченским просто язык не поворачивается. В республике царит полнейший беспредел, который в корне противоречит не только нормам цивилизованного общества, черт бы с ними, но и самим основам чеченской системы ценностей. Самостоятельно мыслящих индивидуумов, высказывающих даже самую безобидную критику в адрес правящего республикой сатрапа с двумя классами образования и его полубандитской группировки, не просто изгоняют, но и подвергают немыслимым унижениям. Самообличение в стиле «я сегодня утром вдруг понял, какой я подонок» — это самое меньшее, что приходится перенести вольнодумцам. Их семьи вынуждают прилюдно отказаться от них, родственников целыми селами делать публичное заявление типа «мы категорически осуждаем безответственные действия нашего неразумного бывшего родственника». Политикой дело не ограничивается. Кадыровские опричники сегодня решают, кому как одеваться, какие фото в соцсетях можно выставлять, а какие нет, какой должна быть длина женской юбки. Причем делают это не на уровне пропаганды, а грубо и бесцеремонно, чуть ли не с оружием в руках, вмешиваясь в жизнь рядовых граждан. Чеченцев заставляют ходить строем, слезно изображать верноподданнические настроения, читать в школе стихи в духе «О, Рамзан, ты солнце». Перечислять факты можно было бы очень долго, но и того, что мы видим, вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод. То, что мы сейчас видим на этой территории, это никакая не Чечня. Ничем чеченским там сейчас не пахнет. Если раньше можно было предположить, что имеем дело с самодурством одного конкретного взятого неграмотного царька, то теперь очевидно, что все это коллективное унижение вполне осознанное. Из чеченцев пытаются вытравить все чеченское, за исключением некоторых бытовых особенностей, не причиняющих Москве никаких неудобств. В Кремле поняли, чеченцам недостаточно просто победить в войне, их надо сломать, лишить достоинства, унизить, превратить в послушное раболепное стадо. Взамен пусть убивают друг друга из-за должностей на таможне, забрасывают камнями предположительно неверных жен, не получают никакого нормального образования и видят свою жизненную перспективу исключительно в роли солдата в свите какого-нибудь чеченско-московского богача. Дикость еще никогда не мешала диктаторам царствовать. Главное направить эту дикую неистовую энергию в безопасное русло, чтобы организованный бунт из-за чего-то стоящего был невозможен. За пределами Чечни есть целый рой блогеров и журналистов, позиция которых состоит в том, что, конечно, им якобы все, что там происходит, не нравится, но что делать? Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть. Надо совсем не знать даже основ чеченского менталитета, чтобы так думать. На самом деле чеченцы абсолютно не такие. То, что с ними сейчас вытворяют, это не просто не соответствует чеченскому адату, но и представляет из себя полную ему противоположность. Чеченцы, ходящие строем с портретами кого бы то ни было, это не чеченцы. Чеченцы, которые стихи читают про кого-то, кроме своего деда или отца, это не Чечня. Люди, готовые прилюдно отказаться от своего родственника, который никого не убил, никого не изнасиловал и не ограбил, а просто вслух сказал то, что все остальные думают про себя. Это не Чечня. Я прекрасно помню, что представляет из себя этот народ в, так сказать, естественных условиях, без тоталитарной кремлевской системы подавления. В первую очередь, никто со стороны не имеет права влезать в дела семьи. Ходить по улицам и в грубой форме требовать от кого-то сменить стиль одежды – это не Чечня.
Это, скорее всего, какая-то извращенная Северная Корея. Святыней традиционного чеченского менталитета является неприкосновенность личной жизни со стороны чужаков. Все персональные дела, вроде манеры одеваться, супружеской верности и так далее, исключительно решаются на уровне семьи. Окружающие могут только намекнуть шепотом на ухо: «Мы недовольны поведением вашего родственника, примите, пожалуйста, меры». Но грубо, с оружием в руках, влезать в личные дела семей – это совершенно неприемлемо. И в нормальной ситуации за это довольно жестко могут привлечь к ответу. Раболепство и чинопочитание в адрес правителей также совершенно противоречит чеченскому кодексу поведения. Толпы марширующих чеченцев в одинаковых футболках с изображением Путина – это абсолютно никакая не Чечня. Это совершенная дикость для нации, у которой в языке нет понятия «вы» в отношении конкретного человека. Ну ладно, я бы ничего не говорил, если все эти драконовские порядки служили бы благой цели – сделать из чеченцев законопослушное общество, основанное на верховенстве писанных законов и конституционных норм. В конце концов, на примере Грузии я прекрасно понимаю, что в наших краях с ментальной дикостью невозможно бороться в белых перчатках. Но беда в том, что цели, которые преследуют сатрапия, абсолютно противоположны. Лишить нацию даже тех зачатков законопослушания, которые есть. Дикость сделать нормой и не только не бороться с ней, но и наоборот всячески ее поощрять, как способ направления энергии в нужное русло. Уничтожить в корне то, что характеризует эту нацию. Индивидуализм, непокорность, отсутствие вождизма, наличие множества горизонтальных связей, которые до нынешнего дня создавали некую свою первобытную форму демократии. В рамках традиционного чеченского менталитета даже богач не мог просто взять и унизить самого последнего бедняка, без риска быть привлеченным за это к ответу. Именно это сегодня и пытаются полностью вытравить из целой миллионной нации, превратить свободный горский народ в некое глухое азиатское ханство, привить ему черты, которые полностью противоречат всем его представлениям о жизни. Программа действует безжалостно, как уже было сказано, военной победы, к тому же вымученной и откровенно купленной, недостаточно. Теперь мы видим процесс унижения и ломки. Чечню сознательно превращают в античечню. Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.